А что, если для одного из самых, пожалуй, загадочных человеческих переживаний существует пошаговая инструкция? Сегодня мы как раз и разберем такой удивительно практичный метод. В его основе знаменитая книга Роберта Монро «Путешествие вне тела». Это будет настоящее погружение в его технику вызова внетелесного опыта. Только представьте, пережить нечто настолько сильное, что вера просто превращается в знание. Вот именно об этом и говорят люди, прошедшие через внетелесный опыт или ВТП. Для них вопрос жизни после смерти — это уже не какая-то абстрактная вера. Нет, это прямое знание, основанное на личном опыте. Итак, сегодня мы попробуем разобраться в этом феномене. Вот наш план, основанный на десятилетиях скрупулезных исследований Роберта Монро. Сначала поговорим о нем самом и о концепции второго тела. Затем подготовка разума и тела. Третий шаг — вхождение в вибрационное состояние. Дальше два пути к разделению и, наконец, первый локальный полет. Что ж, давайте начнем с основ. Чтобы понять сам метод, нужно сначала узнать немного о человеке, который его разработал, и о главной идее всей его работы. И вот что интересно. Роберт Монро, он ведь не был каким-то мистиком или эзотериком. Совсем нет. Он был очень прагматичным бизнесменом, руководителем радиовещательной компании. И вот он совершенно неожиданно для себя начал переживать эти опыты. И что он сделал? Он подошел к этому как исследователь, начал все записывать, анализировать, систематизировать и пытаться повторить свои путешествия. Именно из этих записей и родилась эта невероятно подробная книга. Центральное понятие у Монро — это второе тело. Обратите внимание, он намеренно избегал всяких эзотерических терминов, типа «астральное тело». Он просто и прагматично описал то, что чувствовал. Существует еще одно тело, такое же реальное, но не связанное физическими законами. И вот как раз в этом-то теле все и происходит. Ну что ж, любой полет, как известно, начинается с подготовки на Земле. И Монро постоянно подчеркивал, без правильной подготовки и разума, и тела никакая техника просто не сработает. Так что, возможно, это вообще самый важный этап из всех. Монро здесь предельно откровенен. Он говорит, что самое большое препятствие — это вовсе не сложность техники, это страх. И он выделяет три его главных разновидности. Во-первых, страх смерти, когда кажется, что ты умираешь. Во-вторых, страх не вернуться обратно в тело. Ну и, конечно же, страх перед абсолютно новым, неизвестным миром. Просто признать эти страхи — это уже огромный шаг к тому, чтобы взять их под контроль. Так, ключ ко всему процессу — это достижение так называемого пограничного состояния. Знаете, это та самая тонкая грань между бодрствованием и сном. Метод Монро здесь трехступенчатый. Сначала состояние А. Нужно научиться удерживать внимание на чем-то одном и при этом не заснуть. Дальше состояние Б. Оставаясь на этой грани, нужно добиться полной тишины в голове, просто смотреть в темноту. И, наконец, состояние В. Из этой тишины научиться погружаться еще глубже и возвращаться по своему желанию. Вот это и есть та самая ментальная стартовая площадка. Но ментальная подготовка — это только полдела. Физические условия не менее важны. И вот здесь как раз видна вся методичность Монро. Никакой мистики. Смотрите, сплошная практика. Он на собственном опыте выяснил, что повышает шансы. Тело должно лежать по оси север-юг, головой на север. Нужно быть в тепле, даже чуть теплее, чем комфортно. Одежда свободная, никаких украшений. И, само собой, полная тишина и уверенность, что никто не потревожит. А еще никакого чувства спешки. И вот теперь мы подходим к самому сердцу техники Монро, к так называемому вибрационному состоянию. И это не просто какое-то странное ощущение. Нет. Это ключ, который буквально открывает дверь для разделения с физическим телом. По словам самого Монро, это состояние невозможно ни с чем спутать. Когда оно наступит, сомнений не останется. Это мощная, очень отчетливая вибрация, которая проходит по всему телу. И это верный знак, что вы прошли еще один важный этап и готовы к разделению. Так как же вызвать эти вибрации? Вот пошаговая техника от Монро. Первое — достигаем максимального расслабления, того самого состояния В. Второе — начинаем дышать через приоткрытый рот. Третье — концентрируемся на точке в темноте перед собой и мысленно начинаем ее отодвигать, где-то на метр, потом на 2. Четвертый шаг — поворачиваем эту точку фокуса на 90 градусов вверх, над головой, и как бы мысленно тянемся к вибрациям. И пятое, когда они появятся, нужно мысленно втянуть их в голову. Это нужно, чтобы взять их под контроль. Но просто вызвать вибрации — это полдела.
Дальше нужно научиться ими управлять, и Монро описывает это как превращение ощущения в управляемый инструмент. Сначала учимся мысленно гонять вибрации от головы к ногам, потом создаем ритмичную волну туда-обратно, и в конце ускоряем эту волну до тех пор, пока она не сольется в единое ощущение такого теплого покалывания. Вот именно это состояние и необходимо для отделения. Хорошо. Тело подготовлено, разум спокоен, вибрации под контролем. Наступает решающий момент — само отделение. И здесь Монро предлагает два разных пути. Первый метод он называет выплывание. Он, скажем так, больше эмоциональный. Нужно просто думать о легкости, о том, как приятно было бы парить и как бы вытягивать себя вверх этим ощущением. Второй метод — вращение. Он более механический. Нужно представить, будто вы просто переворачиваетесь в кровати на 180 градусов. И вот этот мысленный переворот, по словам Монро, и выводит второе тело из синхронизации с физическим, позволяя ему отделиться. И вот отделение произошло. Что теперь? Чтобы не растеряться и не испугаться, Монро дает очень важный совет. Начинать нужно с малого. Для начала просто освоиться в знакомом пространстве своей же комнаты. Первые шаги — это прежде всего осторожность. Не нужно никуда лететь. Оставайтесь рядом с физическим телом, буквально в метре. Потренируйтесь просто выходить и тут же возвращаться обратно. Когда станет комфортно, можно немного повисеть и осмотреть комнату с нового ракурса. И вот очень любопытная деталь. Чтобы начать видеть, не нужно пытаться открыть глаза. Нужно просто сформировать мысли, намерения. «Я хочу видеть». Это сразу дает понять, что правила восприятия здесь совсем другие. А как же один из главных страхов, а что, если я не смогу вернуться? У Монро на этот счет есть, как он пишет, безотказная техника. Главное не паниковать. Суть простая, нужно инициировать любое физическое действие. Подумать о том, чтобы пошевелить пальцем на ноге, или сделать глоток, или глубоко вдохнуть. Любое такое намерение, направленное на физическое тело, работает как магнит и мгновенно возвращает сознание на место. Простое знание этого приема уже снимает львиную долю страха. И в конце все это подробное, методичное руководство Монро — это ведь не просто набор инструкций, правда? Это нечто большее. Это вызов всему нашему пониманию сознания. Ведь если оно и правда может существовать, действовать и воспринимать мир отдельно от физического мозга, то где тогда на самом деле проходят границы нашего «я»?